Тула, достали тебя. Большие мухи. Вот, верю. В УАЗике сейчас, ребят, как в бане. Так нагрелась машина. Фу. Но мы уже подъезжаем. Тут изба. Тут навес должен быть. Да, под навесом тут. А, даже тут есть кто-то. Машина стоит. Чья машина, интересно? Вот здесь оставлю. Фу. Вот так. Машину оставили. Сами нам дальше на лодке поехали. Фу, вот это да, воду сколько. Пика. Изба под замком. Не знаю, чья машина. Вот тут я буду нормально обедать. Фу. Солнце не попадает, ветерок небольшой. Два УАЗика, головастик и козлик. Вот этого не было вроде как, полки этой. В прошлый раз я тут тоже обедал. Показывал видео. Вот это да. Кусают, ё-моё. Короче, ребят, я взял банку такого мяса цыпленка. Сухомятку такую будет есть. Сыктывкарский хлеб черный, подовый, наверное, называется. Ну и морковь, говорю, огурцы и зелень. Даже яйцо есть. Ну, давайте лучше, наверное, нормально пообедать. Тулан мумаще? Маш? Под ногами не стой. Просто нож. Тысячу раз мне писали уже. Блин, такие комментарии тоже читать. Охотник, ешь там консервы, там еще что-то. Столько умников, блин, в комментариях. Любой таежник, любой охотник с собой будет брать консервы. А дичь попадет или нет там, удастся нет добыть, это уже лотерея. Попробуем. На этот раз хоть ложку взял. Фу. Хлеб не съел. Ну, не хочется ему есть. Такую жару. Остатки из консервов дам. А? Вон он хлеб. Не ест. Зелень свой. Сейчас с огорода уже. Нормально. Кому как.
А мне нравится. Тут мясо есть, все есть. Сейчас в оптовый склад заезжал. Там с Усть-Куломского района парнишка работает. Ну, с моего возраста тоже. Он меня сразу узнал. Как бы, видать, смотрел мои видео. Вот у него я и покупаю. Минеральную воду там покупаю. Сейчас консервы брал, там 98 рублей, наверное, или сколько там стоит. А у нас в магазинах где-то 120 рублей. В селе. Ну почему бы не заехать в оптовые склады, если по пути, когда в городе. Я в своих видео показывал, ну тоже, как можно сэкономить. Дешевые, когда я ездил за дешевой курицей, и когда я заезжал в оптовый склад, я порвал покрышку. А покрышка сейчас по нашим деньгам где-то 5000 рублей. Вот и экономия. Где-то сэкономишь, где-то наоборот теряешь, и много. Ну вот, я отобедал, сейчас уже пью кипяток с конфетами. Я думал, на этой лодке они поехали. Не знаю, я не догадываюсь даже, чья это машина. Может, даже и не из Нившеры, из нашего села. Не могу сказать. Может, что-то случилось, сломалось где-то. На другом берегу тоже избы. Кто-то на лодке подъехал сейчас. Берег хороший, тоже рыбачить тут. Такая вот трава. Черная лодка. Вон там несколько изб, 3 или 4 даже. Маленький поселок, небольшой. Но я не вижу, что вот рыба, плески там были какие-то. Нету. Рыба не плещется вообще. Вот так. Сейчас подкрепились, пойдем в гущу леса. Сперва веники наломаю. Потом, блин, в тайгу надо лезть, там посмотреть. Береста отходит, нет от дерева. Ну, я здесь уже для вас снимал, там баня, наверное, из досок. Есть видео в прошлом году, наверное, здесь я тоже отдыхал. Изба. Все чисто, вообще аккуратно чисто. Очень даже все красиво. Остатки консервов дал собаке. Конечно же, банку я тут не оставлю, уберу. Баню тоже показывал. Из досок, просто из доски сделано. Там железная печка, наверное, стоит. Пробитая чем-то. Ну, все под замком. Я не осуждаю хозяев. Это ихнее дело. Под замком избы оставлять или нет. Каждый сам себе хозяин. И из-за замка, чтобы сжечь избу, я думаю, не стоит. Это уже хулиганство. Напился я чаю. Все здорово. Так, нож мне понадобится еще. Очки оденем. Вот и
Поедем. Банку еще надо забрать. Сейчас Тулан будет гнаться. Я его в кабину не посажу. Пока бересту не соберу, брать кабину не стану. Воспач, Тулан. Ловко запрыгивает в машину. Жарко тут, конечно. Где-то вот тут уже начну я собирать. В тени где-нибудь машину оставлю. Там высокие деревья. Потому что, блин, просто жарит сегодня погода. Невозможно. Для северян такая погода очень тяжелая. Мы привыкли в мороз. Я лучше в бушлате буду ходить в прохладную погоду, чем в такую жару в трусах. Честное слово, дышать нечем сегодня. Очень жарко. Ну, вот здесь очень много берез молодых. Вот тут я буду собирать. Здесь я не оставлю машину. О, пусть тоже немножко остынет. Вот так. Самое то. Вот здесь машина, а тут уже береза. Так и собираем. Каждый год. Это традиция. 6 числа, 6 июля париться свежими вениками. И многие уже в конце июня начали собирать веники. Но я иду своей традицией, как бы спешить некуда. До 2 августа веники можно собирать. А после 2 августа уже листва будет выпадать. Как бы будешь ты париться, и уже листва выпадает. Какая-то техника идет. Не знаю, или мотоцикл, или машина, трактор. Может, УАЗик. А, Нива. Нива, ребят, поехала. Хозяин, она Степа приехал или кто? Красная Нива. Точно они. Точно они. Чуть-чуть успели выехать. Хозяева приехали. Так. Запах травы, офигеть. Прям аромат такой. Дорога есть, можно ездить и на Нивах, на Жигулях. Если постараться, может, доедешь, но там ямы большие, ямы, лужи. Ну вот, видите как. Вот такой здоровый веник. Уже тут 1,5 веника. Уже 1,5 веника. А здесь оставлю, вот тут. Так, в тени. Вот тут. Идем дальше. Вон туда. Здесь раньше дороги тоже были. Сейчас уже все заросло.
Деревья разные. Кто-то уже или от дождя, или от жары листья цвет меняют, там высыхает. Ивана купола, золотые купола, Иванова купола. Русская береза. Блин, шмель. Шмель появился. Не шмель, а оса. Оса. Ну, жужжит. Хорошо, что муравьев нет. Некоторые деревья полные, эти ветки полны муравьями. Очень много их. Не, хорошая. Одним словом, ребят, я так дальше буду собирать. Небольшой процесс сборки веника вам показал. Кто не знает, кому интересно, моим зрителям все интересно. Что я показываю, все интересно. А уже кому не нравится, уже им никак мне не угодить. Старайся, не старайся, бесполезно. Тарарай. Так, ну еще одну охапку в той стороне соберу. И вполне достаточно, я думаю. Жадничать не станем. Меру надо знать. Зачем лишнее набирать, если он не нужен? Мы не каждый день паримся этими вениками. Вот. Если только для продажи, если, это понятно. Все, лето собираешь, заготавливаешь. И потом можно продать. Между прочим, некоторые хорошие деньги делают на этом. Степа пили дрова. Они, наверное, с ночевкой приехали. Сегодня будут мыться в своей бане тут свежими вениками. Переночуют в избушке. И завтра обратно домой. Да. Дрова пилят. Вон рядом изба у них. Идти к ним не стану. Тулан нехорошо себя ведет с людьми. Беспокоить не стану их в покое. Они просто приехали тоже отдохнуть от людей, от суеты, от однообразной жизни деревенской. Тут природа, отдых, спокойствие. Лично мне хочется и всегда быть в одиночестве в тайге. Мне никто не нужен. Просто вот расслабляешься в одиночестве. Полное спокойствие. Вот это кайф. Настоящий. Когда ты один. Так. Да, не надо далеко ходить. Везде хороший веник в этом году. Все, достаточно. Набрал.
Тулан не знаю, где он бродит, блядь. Ушел. Вон он. Что ж тут пришел парень? О, блядь. Короче, сразу не понял я. Оказывается, вот эти, которые сейчас приехали, они, я думал, что там они косят, ой, блядь, пилят дрова, они, оказывается, косят траву триммером. Потому что непрерывно так идет, звук пилы идет, а потом точно они же триммером там косят. Возле избы, наверное, на уборку приехали. Не знаю, так переночуют или нет. Ладно, сейчас. Получается, мы нужное количество веника я собрал. Сейчас попробую установить где-нибудь видеокамеру, фотоловушку. И еще по пути зайду в тайгу, там попробую собрать бересту. Вот. Так что идем дальше, едем. С одной задачей справились, но... Так, ладно, поехали. Лужа всегда, ну, бывает, там высыхает жаркое лето, но в основном с озера там всегда ручей выходит. По этой луже еще можно сказать, что не такая жаркое лето. Блин, тут машина, как же быть-то? Тоже собирают веники, наверное. Anna Shura. Ah. Kosya. Да. А. Рочен на колошарнит не дай. Конечно. Шураз. Тача рочвайта. А. Мэй. Ты же все уже ездил уже, да? Да? Ездил, мы только приехали. Вот. Веник меча тава давай. Меча веща. Ничего, да? Ну-ка. А. Вот, если что, мы-ка позже дай. А на дроча да. Да. Я хочу, чтобы Лёшка меня видел, мой сыночек. Ну, передай привет. Да, от Волгограда. Многие Мама... тебя уже знают, там не раз уже тебя снимал. Да, ну и хорошо. Я опять в эфире. Да. 2 раза к дому подходили, думали, выйдешь, там поснимаю будни Олега там на канале. Потом скажут, вам не это, вот сегодня Лешенька
будем париться новыми вениками. На. Отнесем на речку. Посмотрю, мама, сколько будет жить. Кинем воду. Не боишься этого? А если сразу утонет? Ничего, я уже свое почти отжила, уже много уже. Сколько? Сколько? Уже 68 лет уже. А. Все, уже пора уже. Ну, вроде хочется, Антонина, жить еще, да, ведь? Да, пожить. Давай, выходи сюда. Ко мне, ко мне. Ну, что ты спряталась там, а? А? Воду расколотили, там много, возле реки. Да, возле реки там, Да. да? А там дорога ничего, можно еще, да? Конечно. Но. Там был подсад, там вырос, но невысокие. И они хорошие. Локенмон, туда. Да. Волгоград, привет! Юшкина! Юшкина! Кузовы мои, любимые! Лешенька! Ирочка! Так что Да, внученьки! сразу передай этот, позвони им и скажи, что видео приветствие будет для них. Да? Пусть смотрят. Рано или поздно выйдет фильм. Заводским, всем привет, Красный Октябрь. 12 лет на вилках-ложках работала, по требе. Вот, всем большой, огромный привет. Не знаю, когда в Волгоград попаду, хочется. Вроде, говорит, Волгоград преобразился, говорит. Сын говорит, там парки, говорит, там все вообще, говорит, красиво. Мама, говорит, приезжай. Пару лет назад ты ездил? Нет, я уже года 5 уже, вроде 5-6 уже не была там. Иван-чай еще не цветет. Да, Иван-чай еще нет, там уже... А, да, сегодня или надо, собрать рано еще, да? Да, сегодня лекарственные травы уже надо собирать ночью. Ночью? Да, По роще? Ночью лекарственные травы собирать надо. Выходить в росе ночью, поваляться надо. Но для здоровья. у тебя гора-то близко, Гора там есть, да. скатишься по горе, Да, с горы. вот мы там, надо же фотографировала меня. А, Вот, в этом году сыночка жду. Как собачку зовут-то? Тулан. А, Тулан. О, какой уже С Волгограда едут сюда. А? Сюда едут. Сыночка, говоришь. Да. Вроде он должен в этом году приехать, жду. А, Только надо было пораньше приехать к нам, потому что воду вон посмотри сколько. с утра была. Да. Вообще. Ты тоже собирал уже тоже? Да. Я порыбачил, собрал Рыбачил, веник. есть, А, что-то есть. Вася тоже он собирается на рыбалку. бесполезное занятие. Бесполезно Да. это? Не тратьте время, не клюет. Да. И речка, наверное, мелкая уже, да? И Вообще. речка-то нормально, но Нормально, да? не клюет. Да. Хочется. Вот видите, как у нас красиво. Новые веники, Да. баня. Веник в этом году хороший. Да. Съездите вон туда, к реке. К речке, да? Да. Там, Там дорога ничего, можно поехать. Конечно. Да, там уже развернулись, там это все уже. долго ли? Сегодня париться, потом что, как это называется-то? Будем ложить, как Лютики. лютик или купол? Вот это. Купола, лютик так Да, называется. как- Желтые как- цветы. как уже По-русски она, я не знаю. М. Вот, там что-то, она тоже... Лёша, у нас тоже жара, 27, Тая 28. хреновая, тае. Это же хреновая, да. Да, вот Я смотрите, смотрю, она вот это уже негодное. Да, съеден. Ну ничего, париться Не. невозможно. Не советую. Да, уже нет, да? Выбор-то есть у нас, зачем? Да, выбор есть. Выбор есть. Ладно, Анна, надо... Слушай, это, Дальше. ну привет, Волгоград, там у нас я не могу, и Кузов, и Непенкина, и Юшкина, и кто еще, и Белова. Ну, короче, кто меня видит, Многие подписчики уже мои узнали тебя. да, Красный Октябрь. Поработала в Красном Октябре 96-го по 2002 год, наверное. А интернет есть у вас? Нету? Нету, не купили еще. Ё-моё, Ничего, у нас Анна. кнопочный телефон. Вот. Сколько Отстаём лет? от жизни, вообще надо. Сколько лет я уже об этом говорил вам, что интернет нужен. Да. Сами себе посмотрите. Да, посмотрим и других, и на других посмотрим. Ваш любит не сниматься. Вась, Он давай, Вася. прятался, наверное. Иди, Ладно, Анна, давай, пока. Я сейчас до туда схожу еще по делам. Давай, хорошо встретился. На. Опять в эфире. Давай. Да. Интернет сделай. В Куп, интернете. купи этот. Планшет хотя бы. Немножко открытым оставлю. Пусть продувает.
Пока видеокамеру куда-нибудь отнесу.